нацистской Германии «Панцер-4» поступил на вооружение вермахту в 1937 году. Фриц еще Он живой условно с войны остался. предназначался для командира танковых батальонов. Выпускался на фирме «Круг» в течение всей Второй мировой войны. На первых модификациях танка в башне устанавливалось 75-мм орудие со стволом длиной 23,5 калибра, спаянное с пулеметом. Первыми боевыми операциями с участием «Панцер-4» стали аншлюз Австрии и захват Судетской области Чехословакии в 1938 году. В марте 1939 года они прошли по улицам Праги. Их боевое крещение состоялось осенью 1939 года в Польше. До начала Второй мировой войны в вермахте насчитывалось 211 танков «Панцер-4». 22 июня 1941 года, начало операции «Барбаросса», вермахт располагал 439 танками «Панцер-4». Спасибо, вот так вот, да, буду стоять, да. 348 из них были потеряны без возврата. Танк и «Панцер-4», Адольф Лаизович, слезайте с вооруженные танка. короткоствольными пушками, не могли эффективно бороться с советскими средними и тяжелыми танками. В марте 1942 года танк перевооружили. Он получил 75-мм пушку со стволом длиной 43 калибра.